Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Начался новый учебный год. В этом году впервые порог школы переступили 2452 ученика. Инспекция ремонта восстановительных работ на водозаборном сооружении и ознакомление с деятельностью Ингургэс. О поездке президента Аслана Бжаня в Восточную Абхазию сегодня в выпуске. Экомаркет, презентация фильмов абхазских режиссеров на экологическую тематику, мастер-классы и многое другое. В Сухуми прошел экофестиваль. Начался новый учебный год. Во всех школах республики прозвенел первый звонок. В этом году впервые порог школы переступили 2452 ученика. И, конечно, этот день особенно волнителен для первоклашек и их родителей. 1 сентября начинается увлекательная, хоть и длинная, порой непростая дорога в страну знаний. Репортаж Сарии Кварасхелия. Я готовился в школу. Купил форму, тетрадки, ручки, рубашку на тенью, майку на лямочках, гольфы, босоножки купили, юбку купили, банты купили. А с утра тебе не сложно было вставать в школу? Портфель купил, пенал. Молодец. Сам выбирал или мама выбирала? Сам. Молодец. Ты уже взрослый, да? Успел уже с кем-нибудь познакомиться? Нет, хочу стать футболистом. Молодец, мы тебе желаем удачи. Первый звонок – это не просто начало учебного года. Это начало нового этапа в жизни детей, которые стали первоклассниками. Перед ними открывается огромный мир знаний, мир удивительных возможностей. Сухумская вспомогательная школа открыла свои двери для 18 первоклашек. Школьный двор украшен яркими воздушными шарами и цветами. У всех праздничное настроение. В общем, здесь обучаются 146 учащихся. В школе работают дефектологи, психологи, психиатры, детский врач. Также здесь уже 2 года работает тьютор, помощник учителя в классе. Особый подход, особая методика, особые учебники, особая наглядность. У нас все особенное. Дети особенные, и учителя особенные, и подход, обучение, и методика у нас особенные, которые соответствуют коррекционным школам данного вида. В данном случае мы коррекционная школа 8-го вида, где обучаются дети именно с нарушениями интеллекта. То есть познавательный процесс поведения и поведенческие функции, коммуникативные функции у них нарушены. Условия у нас очень хорошие. Тепловой режим у нас соблюдается. У нас везде кондиционеры на летний период. На зимний период у нас отопление. Школа чистая, школе 10 лет. Вы видите, какая школа сохранная. У нас пищеблок, мы кормим детей за счет государства. Во вспомогательной школе особое внимание уделяется родному языку. Здесь 2 учителя абхазского языка, которые обучают особенных детишек по специальной методике. Абхазоязычные дети, которые в доме владеют абхазским языком, продолжают здесь образование, а те дети, которые языком не владеют, конечно, мы изучают, у них своя методика по картинкам, название слов, здравствуй, до свидания, приветствие. Ну, у нас этот вопрос не обойден. У нас государственным языком абхазским дело поставлено хорошо. Кружок есть абхазского языка, где мы говорим о традициях, об обычаях абхазского народа, истории. В доступной форме все. С наглядностями, с рисунками, так, чтобы дети понимали. Главные герои дня, конечно же, первоклассники. Уроки, домашние задания и контрольные – все это потом. А сегодня улыбки, радость и волнение. С Днем знаний учащихся вспомогательной школы поздравила начальник муниципального управления образования администрации города Сухум Астанда Таргел. Детки, вам здоровья, родителям терпения, учителям поклон. Мы вас очень любим, ценим, рядом с вами. В первый осенний день начинается увлекательная, хоть и длинная, порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь ждет и 86 первоклашек 6-й столичной школы. Беззаботность, непосредственность, жажда знаний, волнение перед началом первого в жизни урока. Для детей этот день всегда полон сюрпризов. Урок здесь начали с создания цветка из лепестков, где были расписаны имена деток. Как тебя зовут? Как ты готовилась к школе, расскажи, пожалуйста. Хорошо. Что ты купила?
сумку, школьную форму и другие принадлежности. Молодец. Вот ты уже умеешь писать, насколько я знаю, да? Да, Где ты этому научилась, расскажи? подготовительном. Ага. Чему ты еще там научилась? Читать, писать, рисовать и лепить. Я покупал себе рюкзак и тетради в Адлере. А ты сам выбирал или мама помогала? Да, мне мама помогала. Мама помогала. Молодец. Ты уже успел с кем-нибудь познакомиться? Да, с Эмили, Донатом, ну, больше ни с кем. У меня есть старшая сестра, Тона ее зовут, она мне помогала делать уроки. Я считала на пальцах 1 + 1 равно 2, потому что на пальцах я считала. А кем ты хочешь стать в будущем? Полицейским. А почему ты выбрала такую профессию? А потому что я буду охранять свой дом. Сарай стахуб сбешемыдерт, яла чевеларт зиги сбешетшут зиги читвать, яла вещем джарак. Кто тебя научил? В 0 классе выучила. Сложно было тебе? Вы дома на абхазском говорите? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Мама, папа говорят? Да. Мама осетинка, мама не умеет говорить. Ага. Ты понимаешь, но не говоришь, да? Понимаю чуть-чуть. На сегодняшний день в 6-й столичной школе обучаются более 800 учащихся. Школа небольшая и рассчитана на 500 детей, поэтому были задействованы и подсобные помещения. Мы очень готовились к приему наших детей. Управление образования нам выделило краску. В кое-каких классах мы покрасили своими силами. Но очень много классов, где родители нам помогли. Большое им спасибо, хочу сказать. Встали рядом со своими учителями, со своими детьми и провели косметический ремонт в классах для того, чтобы сегодня дети чистенько и аккуратненько сидели. Конечно, школа нуждается в ремонте, но мы делаем своими силами, что можем. И в Сухумской 10-й школе имени Нестора Лакоба царит праздничная атмосфера. Шары, цветы, звонкий смех детишек. 139 первоклассников и родителей с началом учебного года и предстоящим 30-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии поздравила директор школы Аида Кварчия. С Днем знаний детишек также поздравил заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия. Наши маленькие друзья, у вас впереди достаточно увлекательный, интересный и долгий путь. Я хочу вам пожелать того, чтобы вы на этом пути научились в первую очередь дисциплине, целеустремленности, любви друг к другу, любви к своей родине, уважению к старшим, в первую очередь к учителям, к своим родителям и уважению ко всем остальным. Научиться писать, читать, рисовать, каждый день открывать для себя что-то новое, познавать мир готовы еще 90 первоклашек 5-й школы имени Ефрема Эшба. Рано утром ты встал? Да. А тебе было тяжело вставать? Да. А портфель ты сам собрал? Что ты туда положил? Что мама тебе положила? Мама мне там ничего не положила, но я сейчас там сам положу. Что ты положишь туда? Книгу, карандаши, маркеры. А ты умеешь читать? Да. А кто тебя научил? Что ты читаешь? Я сам научился. Это буква А. Алла. Асад. Ари. Ацицша. Ацинча. Здесь обучаются 890 детей, 77 выпускников. В этом году очень приятно нам приступить к работе. Много усилий приложили и выпускники нашей школы. Это братья ашубовцы, братья блабовцы, все наши родители встали рядом, привели в порядок классы. Капитальный ремонт произвели в кабинете физики. Это благодаря Резу Платоновичу Зонтаре. Открыли еще мы дополнительный класс подготовительный, я уже объявила это тоже. И родители стоят рядом с нами, помогают. Пожелаем всем школьникам отличных оценок, творчества и интересных событий в новом учебном году, а педагогам и родителям мудрости и терпения. Сария Кварцхеля, Лаура Кабш, Заур Кварчия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Аслан Бжаня поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний. Президент выразил искреннюю благодарность всем учителям, которые с горячим сердцем посвящают себя образованию молодых людей Абхазии. Глава государства пожелал всем школьникам и студентам, чтобы новый учебный год принес не только знания, но и дружбу и веру в собственные силы. Верьте в себя, продолжайте учиться и стремиться к новым горизонтам знаний. С вами Абхазия, страна с будущим, говорится в поздравлении. Школьников, студентов, родителей и учителей с началом нового учебного года поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Спикер пожелал первоклассникам незабываемого знакомства с удивительным миром знаний, а преподавателям радости от успехов своих учеников, достижения новых профессиональных высот, научных и творческих побед. О том, как прошли торжественные линейки в средних школах Гагры, расскажут наши коллеги из Гагра ТВ. Вот и прошли летние каникулы. Наступил День знаний. Его ежегодно отмечают во всех районах нашей республики. Это волнительный день не только для первоклассников, которые впервые переступают порог школы, но и для педагогов и родителей. В школах района в этом году немало первоклассников. В Гагрской средней школе номер 1 3 первых класса с общим количеством 79 учащихся. На торжественной линейке директор Гагрской средней школы номер 1 Мзия Даутия поздравила учителей и учеников с новым учебным годом, а первоклассникам пожелала успехов в постижении знаний. Затем педколлектив учащиеся и их родители минутой молчания почтили память недавно ушедшей из жизни бывшего директора школы Татьяны Мукба. Татьяна Георгиевна возглавила первую школу в самые сложные послевоенные годы. Ее вклад в сфере образования района сложно переоценить. Линейку посетила заместитель главы администрации Гагрского района Ханна Гунба. В своей поздравительной речи она пожелала подрастающему поколению стать достойными гражданами нашей республики. Также учащихся Гагрской средней школы номер 1 поздравил главный специалист отдела образования Гагрского района Георгий Калистратиди. Желаем вам всего самого доброго и наилучшего. Вам крупно повезло. Вы можете получить эти знания, потому что в этой школе работали и работают выдающиеся учителя, крупнейшие специалисты, ведущие педагоги Гагрского района. После официальной части учащиеся школы прочли стихи, исполнили национальные танцы и песни. Затем прозвучал долгожданный первый звонок. По завершению линейки педагоги и учащиеся направились в свои классы. В этом году впервые порог Гагрской средней школы номер 2 переступили 85 учащихся, которые были распределены в 3 класса. Директор школы Изабелла Ажиба поздравила всех с новым учебным годом, выразила благодарность педагогам за их бесценный труд. Я с радостью поздравляю вас с 1 сентября, Днем знаний. Наша школа является центром творчества и инноваций, наполнена как спортивной, так и интеллектуальной жизнью. И это, дорогие наши, благодаря нашим учителям, новаторам, которые из года в год дают вам хорошие знания, благодаря которым вы имеете возможность представить себя на любых уровнях. Почетным гостем мероприятия был министр туризма Абхазии Тимураз Хишба. Поздравив всех присутствующих с началом учебного года, от лица президента Российской академии образования Ольги Васильевой он передал медаль за выдающиеся заслуги в сфере образования заслуженному учителю Республики Абхазия, кавалеру ордена Ахзапша Аделаиде Леонтьевне Кабба. Российская академия образования, выписка из постановления Президиума. Наградить медалью за выдающиеся заслуги в сфере образования Кабба Аделаиду Леонтьевну. Затем с поздравительной речью выступил заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба. Я всех нас поздравляю с началом нового учебного года. Хочу пожелать всем здоровья, мира в первую очередь. Учителям хочу пожелать терпения в вашем нелегком труду. Детишкам хочу пожелать успехов, достижения новых высот, мирного неба над головой. Учащихся и педагогов с началом учебного года поздравила заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба. Поздравляю вас с Днем знаний. Хочу пожелать учителям терпения, сил в их нелегкой, но любимой работе.
хочу пожелать учащимся мирного неба над головой. Хочу отметить, что нынешний год – это год 30-летия Победы и независимости и 15-летия признания независимости нашей страны. В Гагрской средней школе номер 4 89 первоклашек. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, началась с поздравления директора Сарии Барциц, которая пожелала педагогам плодотворной работы, а учащимся хорошей учебы. Желаю всем здоровья, упорства, стараний, целеустремленности, веры в себя и, конечно, успехов. 1 сентября – День знаний, но это, конечно же, еще и День мира. Поэтому пусть в каждой семье будет мир и взаимопонимание. На школьной площади состоялся уже традиционный флешмоб с участием всех учащихся школы. Также первоклассники прочли стихи и исполнили песни. Следует отметить, что администрация Гагрского дельфинария в начале нового учебного года всем первоклассникам района выделила бесплатные абонементы. Также в школах района на линейке почетными грамотами были награждены учащиеся Гагрских городских школ и Пицунской средней школы номер 2, выступавших на фестивале «Мы – дети независимой страны», проходившем в городе Сухум, посвященном 15-летию со дня признания независимости Республики Абхазия. Впереди учащихся ждут интересные уроки и школьная жизнь. Пусть удача сопутствует им во всех начинаниях. Президент Абхазии проинспектировал ход ремонта восстановительных работ на водозаборном сооружении в селе Тамыш, а также побывал на Ингургэс, где ознакомился с деятельностью крупнейшего энергетического комплекса. Обо всем по порядку в репортаже наших корреспондентов. Протяженность работ на водозаборном сооружении в селе Тамыш составляет 15 километров. Как рассказал депутат парламента Резу Зантария, жители села изъявили желание пользоваться питьевой водой из скважины, которую обнаружили еще в советское время. На приобретение труб было потрачено 9 миллионов рублей. Пробурили скважину, построили водозаборное сооружение. Завершить ремонтно-восстановительные работы и тем самым обеспечить 370 дворов села высококачественной питьевой водой планируется к середине сентября. Еще в исторические времена Советского Союза была найдена скважина, где максимально она соответствовала питьевой воде, где использовался для завода, хлебопекарного завода, который был в Тамышах расположен, и считался качественной водой. Жители села проявили инициативу, желание, чтобы пользоваться этой водой, так как практически на территории села Тамыш есть скважины, есть колодцы, но она не соответствует той самой питьевой воды сегодняшним стандартам. И вот мы все вместе, жители села, приняли решение самостоятельно, за счет собственных средств, принимая без участия государственных. Это только инициатива самого села. Там кто-то каждый день приходит работать, кто-то чем-то помогает, и все вместе вот дружно, практически единогласно приняли решение строить. Аслан Бжаня в ходе поездки в Восточную Абхазию проинспектировал работу Ингургэс и на месте ознакомился с деятельностью крупнейшего энергетического комплекса. Глава государства вначале посетил перепадную ГЭС-1, машинный зал и плотину перепадной ГЭС. Затем подземный машинный зал Ингургэс и главный щит управления. Есть рабочее колесо, как на Сухумской ГЭС. То есть радиально-осевая машина стоит. Она достигает 6 метров. Лопастей нет? Нету, тут направляющий аппарат. Лопастя там, на перепадной 1. Там Фрэнсиса называется. А это зависит от набора. До 100 метров используют поворотно-лопастные машины. Выше уже радиально-осевые. То есть фиксированными. 3 турбины в мире, других нет. Председатель Совета директоров Ингургэс Ливан Мибония рассказал главе государства о функционировании энергетического комплекса и его нынешнем состоянии. Также он доложил о проведенных реабилитационных работах на Ингургэс и перепадной ГЭС-1. Здесь металлическая труба на отбедуке, там 7 метров диаметр. Это 300 метров всего. Здесь вот раньше вот старое русло Ингур, она падала вот, она была на 3, сейчас падает около давления. Это верхний разрез, это вертикальный? Это имеется в виду, это канал. По итогам инспекции президент провел совещание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, главы администрации Галского района Константина Пилия, председателя Совета директоров Ингургэс Ливана Мибония, руководства РУП «Черноморэнерго», депутатов Народного собрания Резу Зантария и Германа Качарава. В ходе совещания обсуждались вопросы энергоснабжения республики, повышения безопасности эксплуатации гидроэлектростанций как в обычном, так и в режиме максимальных нагрузок осенне-зимнего периода. Обычно российская сторона давала переток только после того, как
в водохранилище нет никакого ресурса. А если сейчас мы начнем, это почему плохо? Во-первых, нет никакого резерва. Вдруг отключится линия Псова аварийно. Тогда вся восточная, то есть западная часть Абхазии, что висела, она остается без света. И никакого варианта нету подать туда электроэнергию. А если мы начнем раньше и будем сохранять уровень минимум 425 метров, то 3-4 дня мы можем всю Абхазию обеспечить. А за это время можно линию отремонтировать. По окончании совещания Аслан Бжани ответил на вопросы журналистов. Мне нужно было самому посмотреть, как обстоят дела на станции. Станция работает в штатном режиме, коллектив подобран профессиональный, директор человек очень опытный, и в этом смысле здесь все хорошо. Есть вещи, которые выходят, скажем так, за рамки возможностей человека. Это природный фактор. Количество воды, которое будет накоплено, имеет важное значение в плане объема выработки. Ситуация в этом году она чуть лучше, чем в прошлом году, но тем не менее к осени мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать. Поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток для нужд населения Абхазии. Есть экономические подходы, они реализованы во многих, и нам нужно будет идти по этому пути. Другого варианта просто нет. Другие разговоры, они носят исключительно надуманный характер, это популизм, и сыграть на этой проблеме политическую игру. Выработка товара, его доставка стоит денег. Эти деньги необходимо платить. Так же, как мы платим за хлеб, за муку, за сотовую связь и за другие товары, которые мы потребляем. Электроэнергия – товар, который мы потребляем. У него есть себестоимость, это первое. Второе – производитель. И тот, кто доставляет эту электроэнергию, помимо себестоимости, у них должна быть хоть какая-то норма прибыли. Иначе им этим заниматься невыгодно. У нас энергетика была подчинена политике. Так долго продолжаться не будет. Это исключительно отрасль экономики, и она должна жить по экономическим правилам, по экономическим законам. И мы должны это усвоить. Что касается функционирования первой перепадной ГЭС, глава государства охарактеризовал ситуацию как рабочую. При этом Аслан Бжани отметил очень высокий уровень износа сетевого хозяйства. По словам специалистов, Абхазия теряет 80 миллионов рублей за несвоевременное получение перетока. Это зависит от состояния сетевого хозяйства. А чтобы привести его в нормативное состояние, нужны десятки миллиардов рублей. Поэтому есть подходы, которые были реализованы многими странами, кто оказывался в аналогичной ситуации. Иного пути нет, заключил глава государства. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Тимур Ахиба назначен председателем службы госбезопасности. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжани. Первым заместителем председателя СГБ Абхазии назначен подполковник Заал Хварцки. Состоялся телефонный разговор Аслана Бжани с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава государства поздравил Кондратьева с днем рождения. Аслан Бжани отметил особые добрососедские отношения Абхазии с Кубанью и поддержку в социально-экономическом развитии республики. Уверен, что наши дружеские отношения в дальнейшем будут служить прочной основой для развития и укрепления сотрудничества, сказал президент. 116 преступлений за 7 месяцев текущего года совершено в столице. Раскрыто 111. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание в управлении внутренних дел по городу Сухум. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание в управлении внутренних дел по городу Сухум. Об основном положении дел доложил начальник столичного УВД Стамур Хагуш. Так, Хагуш охарактеризовал текущий год напряженным и насыщенным для личного состава управления. За 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 116 преступлений, раскрыто 111. Из них зарегистрировано тяжких преступлений 53, раскрытых тяжких 49, 92,4%. На 31 преступление меньше в сравнении с количеством преступлений, совершенных в 2022 году, на 31 преступление.
Хагуш доложил о том, что за рассматриваемый период велась работа по задержанию преступников, скрывавшихся от следствия суда. Так установлено и задержано 8 разыскиваемых лиц. Среди имеющихся проблем начальник УВД обозначил кадровый недокомплект, который составляет 31 единицу. Министр внутренних дел Роберт Кьют отметил необходимость решения данной проблемы. Мы стараемся услышать мнение, в первую очередь, начальника подразделения, чтобы все знали, и текучесть кадров минимизировать максимально. И надо будет максимально поработать тоже над молодежью, которая, возможно, в дальнейшем поступит в ряды милиции, соответственно, будут работать в их направлениях. Роберту Кью доложили о том, что сотрудниками ОГАИ УВД по городу Сухум ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление, недопущение, пресечение преступлений и административных правонарушений, промежуточным итогом которых стало 9990 выявленных нарушений, из них 640 человек в нетрезвом состоянии. За 7 месяцев 2023 года раскрыто сотрудниками ГАИ 7 преступлений. По горячим следам, из них 4 это кражи, то есть они раскрыты по горячим. Оружие первой части и наркотики, то есть 217 и 223. Эта работа тоже ведется, у нас позиция по раскрытым линиям МОБ, в общем, в целом, участковая служба и ГАИ. Здесь нареканий нет. Значит, Министр Кьют отметил, что безопасность на дорогах страны в приоритете работы МВД. В этой связи он поручил столичной ГАИ усилить работу. Автотранспортные потоки в городе они не изменяются. То есть, соответственно, мы понимаем, что ГАИ города должны более усиленно работать. У нас, сами прекрасно понимаете, что основной упор всей нашей деятельности, непосредственно моей, да, вот, акцентирован на минимизации жертв на дорогах. Потому что город Сухум, здесь трасса минимальное количество высоко километров у нас шоссейной дороги, но тем не менее очень оживленный район, постоянно, очень часто происходит здесь дорожно-транспортные происшествия. С учетом чего работа ГАИ, в принципе, она очень важна. Я считаю, что в ближайшее время может какой-то механизм проработать для того, чтобы как-то мотивировать сотрудников, которые будут в этом направлении работать. 383 человека лишены водительских удостоверений за отчетный период. Они также подвергнуты административному штрафу в 30 тысяч рублей. Ужесточение мер наказания за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии приносит результат, отмечают в УВД. Вместе с тем министр Кьют подчеркнул, что закон требует доработки. Чтобы нам упростить работу для фиксации именно такого рода нарушителей, чтобы мы в судах не проигрывали. Потому что впустую работать, на самом деле, наверное, и ресурсно жалко, конечно, и этот результат практически не выводит. Но для этого мы будем вводить определенные изменения. Я хотел бы, почему такой вопрос задаю, хотел бы, чтобы с вашей стороны вы, как руководитель этого направления, да, тоже подключились к этому вопросу и непосредственно дали свои предложения. Чем дальше, что нам дальше позволило бы максимально эти поправки внести и парламентариям доказать, что их закон, который принят был, работает, но при этом есть необходимость его усилить в некоторых направлениях. Заслушав отчет, Роберт Кьют отметил четкую и слаженную работу личного состава УВД. У вас профессиональный и опытный коллектив. Столица – это лицо нашей республики. Наши граждане и гости должны чувствовать себя в безопасности, резюмировал генерал-майор милиции Кьют. Беспилотный летательный аппарат был найден на берегу моря в Сухуме. Беспилотник дрейфовал у побережья столицы в районе Маяка. Он был обнаружен сотрудниками МЧС. На место находки выехали сотрудники отдела пиротехники МЧС. Осмотрев летательный аппарат, специалисты пришли к выводу, что он никакой опасности не представлял. Аппарат вывезли на склад МЧС. Эко-маркет, презентация фильмов абхазских режиссеров на экологическую тематику, мастер-классы и многое другое. В Сухуме на площадке Руин-бар прошел эко-фестиваль. Цель мероприятия – напомнить о важности охраны природы и окружающей среды. Все детали у Рады Чичава.
Защищая природу, мы защищаем самих себя, наше будущее и наследие. Вопросы экологии не просто важны, не боясь громких слов, можно сказать, что в некотором роде первостепенны. Нехватка природных ресурсов провоцирует экономические кризисы, войны, эпидемии. Даже небольшие изменения в экосистеме могут привести к необратимым последствиям. Важности заботы об окружающей среде был посвящен экофестиваль, открывшийся на площадке Руин-бара в Сухуме. Изначально он планировался как исключительно экологический кинофестиваль. Мы объявили о начале конкурса, собирали работы молодых режиссеров из Абхазии, и мы хотели, чтобы они снимали о проблемах экологических именно Абхазии. Но в дальнейшем мы решили не ограничиться лишь киноработами, а расширить наш фестиваль. От эко-маркета с продукцией местных ремесленников, в котором можно было приобрести натуральную косметику, текстиль для дома, керамику и многое другое, до лекций на тему сортировки и переработки вторсырья в Абхазии и интересных мастер-классов. Программа экофестиваля получилась не только увлекательной, но и по-настоящему познавательной. Под открытым летним небом также была развернута небольшая книжная ярмарка. К нам принесли очень много книг на переработку, и нам пришла гениальная идея устроить из этого книжную ярмарку. Мы опять же снова объявили сбор книг, кто готов пожертвовать книги, и успешно, я считаю, реализовали эту книжную ярмарку, и все средства, собранные на ней, идут на покупку корма для бездомных животных. Самой, пожалуй, запоминающейся частью фестиваля стал показ фильмов авторства молодых абхазских режиссеров. Гости экофестиваля посмотрели работу журналиста Налы Мукба, документальный фильм «Цена воды», художественный фильм «Двуличие» режиссера Валерии Лакербая, фильм «Полиэтилен» Александры Авицба, документальную ленту Давида Чакаберия «Последний город страны», а также видеоматериалы авторства Арутана Читанава, Сандро Аблотия и Елизаветы Франкопула. На фестивале состоялась и премьера документального фильма, в работе над которым приняло участие абхазское телевидение. Фильм «Мусор» Инессы Лакоя впервые был представлен публике. Скажу вам откровенно, вначале я испугалась, потому что я совсем не знаю эту тему и никогда не интересовалась. Сложность этих съемок была, конечно, в том, от увиденного, от этих свалок, стихийно возникших. Первая свалка, которую мы увидели, это была свалка в селе Лохадзы. Благо нас туда повез житель Пицунды, он активно участвует против этой свалки. Он хотел бы закрыть эту свалку, неоднократно поднимал эти вопросы, но пока свалка существует. Съемки длились все лето, то есть все 3 месяца мы посвятили этой проблеме. Фильм «Мусор» не первый в списке снятых Инессой Лакоя. Однако, как отмечает автор, данная работа выдалась в некотором роде особенно сложной. Тема экологии, особенно в Абхазии, в действительности не может оставить равнодушным. И я буду рада, если хотя бы один человек задумается. Тогда я буду считать, что мы не зря работали, буду считать, что наша цель достигнута. Экологические проблемы касаются каждого из нас. Как отметила Инесса Лакоя, каждый гражданин, первоочередно гражданин мира, является частью этой проблемы. Цель документального фильма – напомнить о важности охраны природы и окружающей среды. Мусор, при всей своей, кажущейся прозаичности вопроса, на самом деле это одна из самых недооцененных и самых опасных угроз для человечества. В фильме мы брали интервью у Олега Барцица, он говорит, что это проблема номер 1. Он поставил эту проблему с проблемой национальной безопасности, и я с ним полностью согласна. Встанет вопрос о том, безопасно ли жить на нашей земле, безопасен ли дом, который мы оставим своим детям, внукам, правнукам. В фильме приняли участие самые разные эксперты, от директора Института экологии Романа Тбар до кандидата биологических наук Ларисы Ахуба. Многие неравнодушные люди поучаствовали в создании этого фильма. Нас никто не финансировал, мы сами своими силами, так как это была все-таки личная инициатива, и хотелось прежде всего принести пользу этим проектам.
Но все сложилось при поддержке абхазского телевидения в лице Ирины Агарба и Анны Гуния. Хотела бы поблагодарить монтажера Милену Кварчи, режиссера монтажа Давута Кишмария, за графику Сослана Цвижба, оператора Арина Гухава, аэросъемка Константин Парулова. Отдельную благодарность за музыку. Я благодарю композитора Тимура Агарба за замечательную музыку. И благодаря неравнодушным людям фильм сложился. На презентации фильма автор Инесса Лакоя не присутствовала, и работу публике представила исполнительный продюсер Белла Агарба. Это достаточно был сложный съемочный процесс для нас всех, для всей нашей большой съемочной группы. И я считаю, что, как мне кажется, что мы попытались и сумели, наверное, немножко донести до всех зрителей, до жителей нашей страны, насколько эта проблема экологии, проблема мусора, она является актуальной. После просмотров каждой из картин участниц гости фестиваля обсуждали поднимаемые в фильмах проблемы, беседовали с авторами и высказывались по актуальным темам экологии в Абхазии. В завершении экофестиваля было проведено награждение участников. Благодаря таким проектам и многим неравнодушным людям простая мысль о важности бережного отношения к природе становится по-настоящему актуальной. Ведь и мы, люди, являемся частью природы и ее циклов. Наше воздействие на хрупкие экосистемы несет последствия для повседневной жизни. Даже маленькие дела могут улучшить состояние природы и нашу жизнь на планете. Это действительно важно помнить. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 2 и 3 сентября на территории Абхазии ожидается временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 29 градусов. На этом информационный выпуск Камши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.